Как раз накануне участники проекта «Молодежное путешествие по Коми» вернулись из очередной увлекательной поездки. Группа туристов бесплатно побывала в национальном парке Юга-2. Анастасия Тюрнина тоже полюбовалась девственными лесами и изумрудно чистой водой. В Инту на поезде до базы желанная на вездеходах. И сразу прогулка к водопаду. Уже здесь стало понятно – путешествие получится на славу. На второй день молодые туристы направляются к священной горе Иркусей. Каждый шаг – новое впечатление. Делятся эмоциями участники проекта. Здесь, на стоянке оленеводов, они решают убрать мусор. Собрали 40 мешков. Мы сейчас находимся на Приполярном Урале в национальном парке Юга-2 у подножия горы Иркусей. Мы собираем мусор. У нас большой тур. 40 человек, молодежь Республики Коми, отправились в это путешествие и заодно решили убрать мусор у подножия горы, оставленный туристами, оленеводами. Затем штольня. Здесь раньше добывали кварц. Несмотря на то, что работы прекратили всего лет 5 назад, они выглядят заброшенными. На это влияет погода. Постоянные перемены температур и туман. Меня поражает этот белый цвет кварца, который выглядит как снег или как соль. Еще эта история о том, что, оказывается, очень известные заводы России пользовались этим кварцем, потому что он является высшего качества. И это все происходило, опять же, здесь у нас, в Республике Коми. Много лет велась выработка и добыча, поэтому это тоже очень впечатляет. А это уже живописное озеро Грубопентиды. Оно расположено на высоте 863 метра и считается самым красивым в бассейне реки Балбанью. Несмотря на небольшие размеры 300 на 600 метров, глубина его 21 метр. Замечательное озеро с голубой водой из-за кварцевого песка. Оно очень отлично смотрится на фотографиях. И даже удалось искупаться в нем. Вода, конечно, была ледяная, но очень скользкая. Но это того стоило. До месторождения золота чудное добраться было не так-то просто, но это удалось всем. Открыли его в 90-е. В ходе исследовательских работ в фукситовых агрегатах были обнаружены выделения видимого золота до 8 миллиметров. Мы сегодня поднимались на золоторождение чудное, и это был довольно-таки тяжелый путь, думаю, для всей группы в целом. И по спуску пошел дождь. Дождь был очень довольно-таки сильный, ветреный. И по спуску мы понимаем, что там стоит целое стадо оленей, оленеводов. И я понимаю, в каком удивительном моменте я нахожусь. Как здесь происходит жизнь. Да, вот в 1000 километрах от нас люди ходят на работу, живут в городе, какие-то обыденные вещи происходят. А здесь вот оно абстрагировано максимально от этого всего. То есть какой-то маленький мир здесь также живет полноценно. И для меня было вот очень удивительно стать частью всего этого. Переосмысление, впечатления, эмоции, общение. Благодаря такому путешествию это лето вошло в историю, признаются молодые туристы. Самое классное, что мне здесь понравилось, это то, какие здесь собрались люди. Потому что абсолютно все одинаково впечатляются таким невероятно красивым местам, классным ощущением, которое здесь просто каждый день, начиная с нашего приезда и заканчивая вот сегодня последний финальный день, когда мы это снимаем сейчас. Реально каждый день просто смотришь на какие-то виды, куда мы выходили, и все одинаково с горящими глазами смотрят. Знакомство с Приполярьем – это один из туропроекта «Молодежное путешествие по Коми». Его участники от 18 до 35 лет. Они бесплатно знакомятся с яркими местами республики и уверяют, Коми – неповторимый регион России, где можно жить, работать и наслаждаться красивейшими пейзажами. Анастасия Тюрнина, Анастасия Канупка, телеканал Юрган.